Kivun tunnistaminen ja arviointi. Rozpoznawanie ja ocenka boli. Kivun arviointi alkaa keskustelulla asiakkaan tai potilaan kanssa. Оценка боли начинается с разговора с клиентом или пациентом. Важно выяснить, millaista kipu on, какая боль, какого характера, kuinka voimakasta se on, насколько она сильная, kuinka kauan kipu on kestänyt, как долго длится боль, missä kipu sijaitsee, где она находится, miten kipu vaikuttaa arkeen ja toimintakykyyn, как боль влияет на повседневную жизнь и функциональную способность. При оценке боли можно использовать, например, VAS kipujana, визуально-аналоговая шкала боли, NRS кипуasteikko, числовая шкала боли, кипупиррос, рисунок или схема тела, на которой пациент показывает место боли. Почему это важно? Asiakkaan oma kokemus kivusta on tärkeä. Очень важно собственное ощущение боли. Боль – это личный субъективный опыт. Она может ощущаться по-разному, и симптомы могут также меняться со временем. Asiakas itse pystyy parhaiten kertomaan kivun voimakkuudesta, laadusta ja vaikutuksesta oman elämäänsä. Сам пациент может лучше всего рассказать о том, какая она боль, как она влияет на его жизнь. Важные вопросы. Missä sattuu? Где болит? Kuinka kovaa sattuu? Насколько сильно болит? Milloin kipu alkoi? Когда боль началась? Millaista kipu on? Какая она? Onko kipu jatkuvaa vai ajoittaista? Боль постоянная или периодическая? Miten kipu vaikuttaa päivittäiseen elämään? Как боль влияет на повседневную жизнь? Kivun hoitokeinot. Методы лечения боли. Могут быть немедикаментозные и медикаментозные. Lääkkeettömiä hoitoja, то есть немедикаментозные. Liikunta, физическая активность, терапевтinen harjoittelu, лечебные терапевтические упражнения, fysioterapia, kylmä- ja lämpöhoito, лечение холодным теплом, TENS-hoito, лечение с помощью электростимуляции, rentoutuminen, расслабление, kognitiivis-behavioraalinen terapia, когнитивно-поведенческая терапия, riittävä uni, достаточный сон, terveelliset elämäntavat. Lääkkeellinen hoito, медикаментозное лечение. Оно зависит от типа боли. Например, при боли, связанной с повреждением тканей, например, это kudosvauriokipу, могут использоваться парацетамоли, tulehduskipulääkkeet, это противовоспалительные обезболивающие препараты, и парацетамол первый был. При neuropaattinen kipu, то есть невропатическая боль, используются другие виды лекарств. Opioideja käytetään vain harkiten ja erityistilanteissa. Опиоиды применяются только после тщательного рассмотрения в особых ситуациях. Причина заключается в том, что они вызывают серьезные побочные эффекты и зависимость. Когда особенно важны немедикаментозные методы. Lääkkeetön hoito on erityisen tärkeä pitkäaikaisessa kivussa. Немедикаментозное лечение особенно важно при хронической длительной боли. В таких случаях они являются основой лечения. Физическая активность играет важную роль в уменьшении боли и поддержании функциональной способности. Lähihoitajan rooli kivun hoidossa. Роль lähihoitaja в лечении боли. Практически медицинский работник может спросить, kysyä asiakkaalta kivusta, spresit pacienta о боли, arvioida kivun voimakkuutta, оценить интенсивность боли, seurata asiakkaan vointia, наблюдать за состоянием пациента, auttaa hyvän asennon löytämisessä, помочь найти удобное положение, järjestää rauhallisen ympäristön, создать спокойную обстановку, auttaa rentoutumisessa, помочь расслабиться, käyttää sovittuja kylmä- tai lämpöhoitoja, помочь применить согласованное лечение холодом или теплом, kannustaa liikkumaan asiakkaan voimavarojen mukaan, поощрять движение в соответствии с возможностями пациента, antaa lääkkeitä lääkärin määräyksen ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti, давать лекарства согласно назначению врача и плану лекарственного лечения, seurata lääkkeen vaikutusta ja mahdollisia haittavaikutuksia, наблюдать за действием лекарства и также возможными побочными эффектами. Kirjata kivun ja hoidon vaikutukset. Документировать боль и эффект лечения. Kertoa havainnoista
Havainnoista sairaanhoitajalle tai lääkärille. Сообщать о своих наблюдениях медсестре или врачу. Hoidon toimivuutta pitää seurata säännöllisesti. Эффективность лечения нужно регулярно контролировать. Hoito kirjataan hoitosuunnitelmaan. Лечение записывается в план ухода. Если пациент не может сам рассказать о боли. Jos asiakas ei pysty kertomaan kivusta itse, lähihoitaja voi havainnoida asiakkaan käyttäytymistä ja vointia. В таком случае lähihoitaja может наблюдать за его поведением и состоянием. Например, kasvojen ilmeet, выражение лица, ääntely, звукистone, levottomuus, беспокойство, kehon asento ja liikkeet, положение тела и движение, suojautuminen, защитное поведение, kipukohdan koskettamisen välttäminen, избегание прикосновения к болезненному месту, muutokset käyttäytymisessä, изменения в поведении, unen muutokset, изменения сна, ruokahalun muutokset, изменения аппетита. Asiakkaan käyttäytymisen ja voinnin muutoksia on tärkeää seurata ja kirjata. Важно наблюдать и документировать изменения в поведении и состоянии пациента. Kivun vaikutus toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Влияние боли на функциональную способность и самочувствие. Pitkäaikainen kipu voi vaikeuttaa asiakkaan arkea ja heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Длительная боль может затруднять повседневную жизнь пациента, снижать его функциональные возможности и ухудшать качество жизни. Боль может затруднять liikkumista, движение, nukkumista, сон, työntekoa, работу, päivittäisiä toimintoja, выполнение повседневных действий. При боли также могут появляться väsymys, усталость, univaikeudet, нарушение сна, alakulo, подавленное настроение, ahdistus, тревожность. Почему важно хорошо лечить боль? Hyvä kivun hoito on tärkeää, koska tavoitteena ei ole ainoastaan kivun vähentäminen. Хорошее лечение боли важно, потому что цель заключается не только в уменьшении боли. Какая еще есть цель? Parantaa toimintakykyä, улучшить функциональную способность, parantaa elämänlaatua, улучшить качество жизни, tukea asiakkaan hyvinvointia, поддерживать благополучие пациента. При лечении необходимо учитывать всю жизненную ситуацию пациента, а не только боль. Что нужно главное запомнить для урока? Kipu, стрелочка вперед, arviointi, стрелочка hoito и стрелочка seuranta. То есть боль, оценка, лечение и наблюдение. Арвиой кипу, первое. Оцени боль. Где, какая, насколько сильная. Второе. Kuuntele asiakasta, слушай пациента. Его собственное ощущение боли очень важно. Aloita lääkkeettömistä hoidoista. Используй немедикаментозные методы, особенно при длительной боли. Lääkehoito toteutetaan määräysten mukaan. Лекарственное лечение проводится согласно назначениям врача. Seuraa vaikutusta. Оцени результат, помогло ли лечение. И шестое, последнее, tavoite, цель. Vähemmän kipua, parempi toimintakyky ja parempi elämänlaatu. То есть меньше боли, лучшая функциональная способность и лучшее качество жизни.